Я хочу, значит, не знаю даже с чего начать, потому что меня так эмоции переполняют. Такой большой праздник, огромный, великий день сегодня. Значит, и я так рада, что я могу использовать кафедру вот эту, дабы прославить великого Господа Иисуса Христа. Хотя я стараюсь использовать все кафедры, любую кафедру. В автобусе, на остановке, где я работаю, использую любую аудиторию, любую кафедру, дабы прославить великого Господа, потому что Он заслужил, братья и сестры. И вы знаете, написано, кому больше простилось, тот больше любит. Кому больше простилось, тот больше славит. И я, чтобы вы поняли, о чем я хочу пробежаться очень коротко, потому что я всегда подчеркиваю, я очень ценю церковное время, я не хочу много говорить. И я хочу пробежаться по своей жизни, чтобы больше поняли, почему я так благодарна Господу, почему я так сильно Его люблю, почему я так преклоняюсь перед Ним. Потому что, значит, я, братья и сестры, выросла в семье учителей. Мой отец был директор школы. Мама была заслуженный учитель Украины с очень большим стажем. Но это не помогло мне вырасти нормальным человеком. Они не могли со мной ничего сделать, я настолько была распущена. Они меня очень любили, они меня баловали, но я их никак не радовала. Понимаете, потому что я не знала Господа. Учитель, директор школы не помогут. Это может сделать только большой, великий Бог, что вот так вот поменять человека, понимаете. И благодаря именно тому, что Иисус принял, значит, свою смерть, принял свои муки, я стала тем, кем я стала. И поэтому я осознаю, откуда я вышла, с какой грязи, с какого болота. На мне были грехи всего мира. Ну, в общем, я была потенциальный грешник, и какие только грехи у человека могут быть, все на мне висело. Я пила, я курила, я хотела развестись с мужем, я хотела уйти к другому. Я матюкалась, троеточие, могу рассказывать очень долго, что я еще только не вытворяла. То есть, понимаете, и я хочу подчеркнуть, что то изменение мог сделать только Бог. Понимаете, только Бог мог принести мне в жизнь то, что я имею теперь на данное время. Знаете, я хочу вам рассказать быстренько ту историю о чашечке красивой. Может, вы слышали, как пожилая пара захотела купить чашечку в антикварном магазине. Красивая чашечка, блестящая. Она такая была красивая, что на нее все смотрели. И они стали доставать ее, хотели ее купить, и вдруг чашечка заговорила человеческим языком. Говорит, я не всегда такая была. Я была куском глины, вонючей, грязной глины. Мимо меня шел горшечник. Он увидел во мне ценность. Он поднял меня. Как он меня мучил, если бы вы знали, пока я стала этой чашечкой, которой я стала. Сначала на гончарном кругу меня крутил, потом меня вырезывал, потом меня засунул в печь, потом меня раскрашивал, шлифовал, мучил. И вот благодаря этим всем мучениям, я бы еще по-другому назвала это пустыней, я стала тем, кем я стала. Вот, чашечка сказала так. Так что все мы с вами чашечки. И если, например, кому-то было очень трудно, ничего страшного. Для того, чтобы приблизиться к Господу, можно терпеть все. И знаете, братья и сестры, когда я проходила пустыню, меня Бог тряс, потому что я прихватила много оттуда осколков из Египта. Знаете, Бог вытряхивал из меня эти осколки. Потрясет, то один осколок выпал, другой, третий, но еще и теперь вытрясывает. Они еще там где-то какие-то потрясают. Но, понимаете, самое большое дело то, что я дошла до того, до чего я дошла. Он научил меня прощать, Он научил меня любить, Он очистил из меня очень много негатива. Например, я, братья и сестры, когда поступила в университет после школы, первое, что я научилась, пить, курить и матюкаться в университете. Да, я была хорошей ученицей. Да, во всех отношениях. И вот от этой гадости только этот мой горшечник, слава Ему, благодаря крови Иисуса Христа, благодаря Его страданиям, благодаря тому, что Он пришел в этот мир,
благодаря тому, что он увидел меня в толпе, которая идет на погибель, я уже много раз об этом свидетельствовала, и он что-то увидел в моем сердце такое, что я стала ценностью для него. Понимаете, почему я много люблю, почему я сильно люблю, почему я преклоняюсь перед ним, почему я много славлю, понимаете, потому что я понимаю, я осознаю, откуда я вышла. И именно благодаря тому, что случилось, что мы празднуем сегодня, именно Голгофы, именно тому, что он дал порвать прямо свое святое непорочное тело, что он на Голгофе пролил обильно кровь, понимаете, и благодаря этой крови он омыл нас, он очистил нас. Вот это наше мы привилегию все имеем. Мы имеем огромное счастье. Это огромное счастье, когда Бог зажигает свой свет в сердце. И тот свет разгорается. Понимаете, Он не оставит и не покинет. Я это уже могу сказать очень-очень конкретно. Он не оставит и не покинет. Потому что сколько раз у меня были такие, понимаете, случаи, что я уже думала, все, Бог меня покинет. Никогда в жизни. Он мой советчик, Он мой врач, Он мой учитель, Он мой великий Бог. Братья и сестры, спасибо Ему за это. И ни на минуту не забывайте, что Он знает ваше имя, каждого из вас имя. Он удостоил нас такой огромной привилегии. И если я пришла в Америку, Он не дал мне потеряться. Вот, понимаете, потому что Он привел меня в свою церковь. Он разрешил мне креститься. Меня нашел мой пастор на Брайтоне с приглашением. Вот, понимаете, и Бог не оставит, не покинет. И поэтому я хочу еще раз Его поблагодарить за Его святую кровь, за Его жертву, которую Он принес. Это действительно великий праздник, и слава Богу, что это случилось. Я поздравляю вас еще раз. Аллилуйя. Аллилуйя.